Итак, давайте начнем. Я предоставляю слово Асель Албановой. Асель, прошу. Спасибо, Татьяна. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Асель Албанова. Я представляю программу под наименованием «Зеленая экономика. Устойчивое развитие частного сектора». Данная программа реализуется GIZ при софинансировании со стороны при финансировании со стороны правительства Германии, правительства Швейцарии, а также а, Европейского Союза. Эта программа работает комплексно одновременно на разных уровнях, на макроуровне по продвижению зеленой политики, на мезоуровне с тесным взаимодействием с бизнес-ассоциациями, на национальном уровне, секторальном, это в частности сельское хозяйство и туризм, а также на уровне по повышению осведомленности населения по вопросам зеленой экономики и изменения социально-поведенческих изменений. Вот в рамках первого направления по зеленой политике мы тесно работаем с Министерством экономики и коммерции и другими госорганами. И вот касательно этой темы сегодняшнего обсуждения, с конца 2018 года мы поддерживаем Министерство экономики и коммерции в разработке и внедрении нового подхода, инструмента по разработке обоснованных политических решений, да, в области развития зеленой экономики. Мы называем это модель зеленой экономики. Это новое направление, поэтому было очень важно создать местный потенциал в стране по работе с этим инструментом для содействия лицам, принимающих решения в разработке и принятии политических решений, основанных на данных. В этом направлении нам предоставляется поддержка и наставничество со стороны нашего опытного международного эксперта доктора Андре Басси. Министерство экономики в этом направлении создало межведомственную рабочую группу, состоящую из представителей госорганов и также представителей академических кругов, которые тесно взаимодействуют с нашими группой моделистов, которые вот на протяжении прошлого года проходили интенсивные практические обучения по работе с этой моделью. И на сегодняшний день у нас существует при Министерстве экономики группа моделистов из 15 человек, которые готовы помогать нашим министерствам, госведомствам в анализе их потенциальных мер на основе модели зеленой экономики. И для вашего сведения, коллеги, учитывая, что институционализация этого процесса является очень важным в стране для устойчивости, да, нашей работы, мы правительством Кабинета министров в этом году в мае месяце был создан такая платформа, Координационный комитет развития зеленой экономики. Да, спасибо. Этот комитет включает в себя представителей государственных органов, но также бизнес-ассоциаций и донорского сообщества для обсуждения коллегиального потенциальных инициатив по развитию зеленой экономики в стране. И вот буквально вчера состоялось первое заседание этого координационного комитета по зеленой экономике, где мы представили в качестве пилотирования результаты нашего моделирования, которые могут представлять большой интерес нашим государственным органам. И это направление было представлено вчера и одобрено координационным комитетом. И также вот в целях институционализации было предложение при Министерстве экономики и коммерции создать институт исследования по устойчивому развитию, который также будет проводить работу по модели зеленой экономики в помощь нашим госорганам. Я вкратце завершила. Если будут вопросы, вы можете позже задать. Спасибо вам большое за интерес к нашей сессии. Большое спасибо, Асель.
Сейчас я бы хотела пригласить доктора Андрея Баси. Андреа, пожалуйста, расскажите нам, как была создана вообще, как появилась идея модели зеленой экономики и что можно делать с инструментом моделирования системной динамики, как она используется в мире. Thank you, Tatiana, and hello, everyone. Thank you for joining the session. Yes, I'm happy to provide some information on the model, but also I want to provide some context for how this model compares with others that are available to support green economy or sustainable development planning overall. So first, I want to take you a bit through a journey of simulation models, and we have seen with the Millennium Development Goals, the emergence of several sectoral models being used in development planning, where sustainability was in a way added on top of what was considered within these sectoral models. Then, if we move ahead, when we started introducing green economy and the sustainable development goals, we have seen that sustainability was emerging from the sectoral interconnections. And so we started working a bit more with systems models. This is around 2010, 2012. Then over time, planning has evolved. We now have the nationally determined contribution, the low emission development strategies, where we look in more detail at mitigation and adaptation. And we are taking still a sectoral approach, but we are adding social, economic, and environmental dynamics and indicators within each of these sectoral assessments and models. So this is where we see the situation as it stands. We have sectoral models complemented by advances in different fields in terms of data availability, in terms of computational power of the tools that are being used, asset valuation, investment by investment analysis as carried out by the Green Climate Fund, the Global Environmental Facility, but we also have spatial analysis as carried out by the UN Statistics Division, for instance, with the system of environmental and economic accounts, especially the ecosystem accounts. So the model that will be presented today is coming out of this evolution and basically brings together the different sectoral dynamics that account for social, economic, and environmental indicators and interconnects all of them into one another to look at the whole national perspective. So the thematic areas that will be presented are actually all part of the same model and therefore the same analysis aimed at supporting national planning for sustainable development. In this case, green economy, the Green Economy Plan. Now, I want to highlight also why this is important in answering Tatiana's question. And I would mention three main items. The first one is that we need systemic models to look at how, within the low carbon development paradigm, so looking at mitigation and adaptation, investments in climate action affect economic performance. So are we actually going to see higher GDP if we reduce emissions? Are we going to see higher GDP and employment if we reduce the impacts of climate change? And as a result, if GDP grows more because of our investments, are we going to see higher energy demand and emissions in the future? So there is this very dynamic relationship between the economy, the energy sector, climate dynamics, and the economy that is important to analyze. And the European Green Deal, just to provide one example, and of course we have the tens of country plans that look at green economy, but this is just one that I use as an example now, aims simultaneously at reducing the impacts of business as usual developments, for instance, reducing energy spending by moving away from fossil fuels, to make so that we can generate new opportunities for domestic economic growth. Now, of course, it happens that when we reduce the use of fossil fuels, we reduce emissions and we contribute to reducing climate change impacts. And so we start exploring the co-benefits of actions in relation to climate and development. Now, this is a dynamic representation, a systems view, very messy, of the Green New Deal of the European Union, but it gives you an idea that these tool, systems models, have actually been used to inform the formulation of such a plan, in the same way as we have used these systems tools, as you will see soon, in the case of Kyrgyzstan.
Now, the second point I want to mention is the importance of the integration of physical and monetary variables. Now, if we want to look at a systemic view for development planning, we need to look at number of jobs, not only the income that is created. We need to look at hectares of land, not only the value added of the agriculture sector. And so it is very important that we start connecting in an integrated model physical variables with monetary variables. Now, this can be done in many different ways, and it pertains primarily knowledge integration. Here you see three different approaches. The green economy model is in the bottom left corner, which is what is implemented in this specific case. But what is important and what I want to mention here with this slide is that we have many countries that have used different approaches, and these are the ones I've personally collaborated with, but nevertheless, they all went for the integration of knowledge to make sure that they have a more systemic and complete view of what shapes development. So the first point was the interlinkages in relation to climate action and economic performance. The second point is the interlinkages between physical and economic variables. These are two key elements that the model, the green economy model, helps address. Now, there is a third point, which is very, very relevant as well, and that is the creation of a cost-benefit analysis, meaning that if we have an integrated approach that links physical with economic indicators, then we can estimate the investment required for achieving national targets across sectors, and then assess what are the benefits that emerge from achieving these targets. Now, the peculiarity of this model is that if we take a business as usual perspective, we have an investment, we look at the benefits, and we calculate the net result, neglecting the fact that the business as usual investment may actually generate costs, additional costs. If you have industrial development, urban growth, and we use fossil fuels, we have air pollution increasing. On the other hand, with a low emission development strategy, with a green economy strategy, the investment would aim at generating benefits still, like employment creation, but it would also reduce hidden costs, those externalities. In this case, health costs may decline if we use renewable energy and if we do transport electrification, with electricity being produced with renewable energy. So the goal of this economic analysis or cost-benefit analysis is to show the synergies to determine what is value for money for the investments that may be implemented at the public and private level. Here I have one example for Costa Rica that shows the employment creation per dollar invested on the right side, and on the left side, it shows the value addition and the avoided costs across a variety of different indicators for the investments that are implemented and analyzed with the model. A very similar analysis was done for Kyrgyzstan, but I don't want to spoil it because it will be presented soon. But here at the top, you can see the economic return. You can see that by 2050, we may have close to $6 in return for each dollar invested. And this value comes out of a variety of different indicators across social, economic, and environmental indicators that are impacted in the system. So just concluding then from my side, you will see that the modeling work presented in this session is not sectoral. It includes a variety of indicators within a sector, but it's also interconnected, meaning that it links together all the sectors at the macroeconomic level. System dynamics is the underlying methodology being used, and it is useful because it's transparent, and so it helps the team learn about the modeling approach and apply it. At the same time, it stimulates discussions across experts. You will see that the team members working on these models come from different disciplines. And so it supports that knowledge integration. And at the same time, it is quick to run the model and analyze the results. And so it supports the creation of what-if scenarios to improve policy formulation and policy assessment. So it is not the perfect tool, but it is a tool that can complement other existing models and provide information on the likely outcomes across a variety of indicators that are hard to come by and determine with sectoral models. So with that, I conclude my presentation and hand over to Tatiana again, and I wish you a good continuation and a fruitful conversation for the rest of the session. Thank you very much. Спасибо большое, Андреа.
уважаемые коллеги, ну вот так Андрей вам рассказал, насколько методология системной динамики в моделировании является целостным и систематизированным таким взглядом на проблему развития, и что с помощью данного подхода мы можем оценить различные, в нашем случае, различные меры по развитию зеленой экономики и сравнить их между собой, выбрать между ними. Я бы хотела сейчас коротко презентовать ту модель, которая была разработана для Кыргызстана, если мне дадут сейчас право демонстрировать экран, буквально 2-3 слайда. И затем мы перейдем уже к конкретным результатам моделирования. Так, видно мой экран. Итак, как Асель уже немножечко рассказала, первая модель для Кыргызстана, модель зеленой экономики, была разработана в 2019 году именно на основе программы развития зеленой экономики, которая была принята в конце 2019 года. Затем доктор Андрей Абасси разработал модель зеленой экономики, которая включала в себя практически все интервенции, которые были в программе развития зеленой экономики. И мы смогли увидеть, какой эффект внедрение этих мер будет иметь на нашу экономику. Целью использования модели является выстраивание процесса принятия решения, которое будет базироваться на данных, а не в каких-то предположениях и надеждах, да? И на том, что это будет учитывать экономические, социальные и экологические последствия наших политических решений. Сама модель построена по модульному принципу, включает в себя все главные секторы экономики Кыргызской Республики, необходимые для выполнения системного анализа нашей экономики. Новые секторы могут быть добавлены к уже существующим секторам. Это то, как мы моделируем новые меры, как мы моделировали вот эти меры, которые мы будем презентовать сегодня. Модель постоянно дополняется, и с помощью Андрея и при поддержке GIZ и Page, и UNDP, у нас подготовлена группа из 15 экспертов по моделированию, которые находятся на разных стадиях владения этим инструментом, скажем, но мы постоянно учимся и надеемся, что наше число будет расти. Сама модель построена с помощью программного обеспечения Venzim, поделена на модули. Вот эти модули главные, которые там присутствуют, то есть это макроэкономические модули, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, туризм, природный капитал, и у нас там есть еще waste, то есть как бы отходы, да, но они очень скудно там почти пока представлены. То есть, в принципе, все главные части нашей экономики там есть. И вот такая небольшая схемка, не знаю, насколько ее видно, которая интегрирует все вот эти наши сектора. И в центре у нас находится ВВП, конечно, да, что у нас, как сельское хозяйство, как госрасходы, как отходы, как экосистемные услуги у нас воздействуют на ВВП. Главной темой моделирования является то, что каждый сектор и каждая интервенция затрагивает не только ее конкретный сектор, но и другие сектора. Да? И вот в 2022 году, в прошлом году, были проанализированы меры в области сельского хозяйства. Вот эти 10 мер. Они наиболее такие злободневные, наиболее обсуждаемые. То есть мы посмотрели на веркомпостирование с помощью калифорнийских червей, гидропонные корма, открытие специальной передачи, которая будет рассказывать о зеленых технологиях, зеленое госфинансирование, автономные солнечные насосы, анализ почвы, внесение удобрений, переработка отходов животноводства с помощью биогазовых технологий, органические методы защиты растений, искусственное осеменение. То есть такие большие куски политики, которые мы рассмотрели со всех сторон и увидели, как они будут влиять на нашу экономику. В этом году мы рассмотрели 6 мер. Они у нас в энергосекторе в основном. Сравнение вариантов поддержки к зеленому частному и общественному транспорту, сравнение вариантов генерации электрической энергии, мер по снижению потребления угля, стимулирование солнечной микрогенерации и сравнение эффекта снижения процентной ставки по зеленым кредитам. В подготовке находятся еще 2 меры. Это сравнение мер по снижению загрязнения воздуха в Бишкеке и вариантов зеленых мер для обмена госдолга.
Сегодня мы вам презентуем сначала сравнение вариантов генерации электрической энергии, затем обе записки по транспорту в одной будут презентованы, потом я презентую варианты перехода с угля на другие варианты отопления для частных домов, и потом будет презентован сравнение вариантов зеленых мер для обмена госдолга, которые мы рассмотрели разные, так сказать, проценты госдолга, которые можно обменять, но пока не смотрели на сами меры, которые мы будем обменивать. Итак, я бы хотела для первой презентации пригласить Эльмиру Джапарову, которая работала в Национальной академии наук. Сейчас, Эльмира, вы работаете в другом месте. Да, представьтесь, пожалуйста. Эльмира нам презентует сравнение вариантов выработки электроэнергии. Прошу вас, Эльмира. Да, момент, сейчас я демонстрацию сделаю. Вопросы все, которые у вас будут, давайте мы после всех презентаций сделаем, я думаю. Вы будете презентовать? Все, останавливаю. Угу. День, уважаемые коллеги. Как уже Татьяна и Андрей сказали, наше моделирование охватывает многие аспекты экономики, и одним из таких отраслей является электроэнергетика. Надо сказать, что генерация... Сейчас запустят. Генерация электроэнергии... Запустили? В Кыргызской республике на данный момент осуществляется 7 крупными, 25 малыми электростанциями и 2 тепловыми электростанциями. Все генерирующие мощности способны производить около 15 миллиардов киловатт-часов в год. В то же время спрос на электроэнергию растет и с 2014 года превосходит возможности собственной генерации. Это приводит к увеличению импорта электроэнергии из других стран. В нашей модели рассматриваются различные варианты влияния развития энергетики, выраженные в различных процентах генерации электроэнергии с использованием разных видов электростанций. Вот следующие варианты представлены. Это строительство угольной станции, гидроэлектростанции, атомной, ветрогенераторов, солнечных, газовых, биогазовых электростанций и геотермальных электростанций. Рассмотренные следующие варианты – это миксы. Базовый микс, который является наиболее выгодным с точки зрения увеличения ВВП. Затем микс генерации программы зеленой экономики, где превалирует 71% гидро, 2% уголь, 5 малые ГЭС, 10 большие, 3 малые, 5 ветровые, 3 геотермальные и 1 биогаз. Третий вариант – это микс генерации с акцентом на импортные источники. И четвертый микс – это микс генерации с акцентом на местные источники. Надо сказать, что моделирование показывает, что при использовании каждого из источников электроэнергии самая большая установленная мощность приходится на солнечные и ветровые станции, что показано на графике, и самая малая установленная мощность приходится на атомные, геотермальные и газовые электростанции. Эльмир, можно я поясню немножечко, то есть чтобы было коллегам понятно? Смотрите, как проходило моделирование. Сначала мы рассмотрели, какую установленную мощность нам нужно иметь, чтобы покрыть весь существующий спрос на электроэнергию в Кыргызстане, чтобы сравнить их, да? То есть сколько нам нужно солнечных, чтобы обеспечить весь спрос на электроэнергию в Кыргызстане. И вот мы видим в мегаваттах, вот здесь на следующем слайде будет в цифрах, здесь где-то получается 25 тысяч мегаватт или 25 гигаватт. Да? Если бы мы обеспечивали всю нашу потребность в электроэнергии за счет солнечных, это вот голубой столбик у нас, да? Значит, самые оптимальные с точки зрения величины установленной мощности, это получается газовые, гидро- и геотермальные источники. Да? То есть сначала мы смотрели, какое по установленной мощности нужна нам для того, чтобы обеспечивать весь наш. А потом, как Эльмира сказала, мы смотрели уже на сценарии. Да? То есть и сценарии будут сравниваться за счет того, какая будет стоимость у 1 мегаватт-часа электроэнергии, который мы будем вырабатывать с помощью микса. Да? То есть если, как Эльмира сказала, у нас 70% угля, 70% гидро, 10% угля и так далее, какая у нас будет стоимость мегаватт-часа? А если у нас другой микс, какая у нас стоимость мегаватт-часа?
Затем после этого вот эта стоимость была, сравнивалась с ценой, тарифом на электроэнергию и тем, насколько правительству придется увеличить или уменьшить субсидию для населения, для того, чтобы вот этот вот тариф на электроэнергию не превышал 3 сома за киловатт-час. Да? Затем вот это, я просто вам объясню, затем вот эта вот сумма, которую им приходится доплачивать, либо мы ее сохраняем, вот эта сумма денег у нас инвестировалась в экономику, и за счет этого у нас получались экономические результаты. И вот сейчас Эльмира как раз вам презентует первую часть, когда мы сравниваем обеспечение всех наших потребностей с помощью одного вида генерации. Сейчас нам расскажет, сколько будет стоить 1 мегаватт-час, если мы только один будем использовать, а потом она перейдет к рассмотрению и сравнению сценариев, и потом мы обсудим результаты. Продолжаем. Да, пожалуйста, можно правую сторону участников и так далее убрать с экрана, потому что нам плохо видно здесь сзади. Угу. Спасибо. Благодарю, Татьяна. Подробно осветили. И вот как раз-таки полученные результаты иллюстрируют тот факт, что 1 мегаватт установленной мощности в зависимости от вида генерирующей станции вырабатывает различное количество электроэнергии. И вид используемого топлива также будет влиять на показатели выработки стоимости и выбросы парниковых газов. Так, например, для угольных месторождений электростанции использование каракичинского угля будет дороже шабаркульского угля на 55,68% за счет необходимости использования газа для розжига и приведет к выбросам парниковых газов. Последняя строка – это на 46,4%, превышающим выбросы, возникающие при использовании шабаркульского месторождения. Кроме того, рассчитывалась приведенная стоимость, и при расчетах приведенной стоимости 1 мегаватт-часа электроэнергии без учета экологического воздействия самыми выгодными являются газовые, гидро- и геотермальные станции, а самым дорогим вариантом – ветровые станции, соответственно. С учетом экологического воздействия, которое включает выбросы парниковых газов, самыми выгодными являются газовые, гидро- и геотермальные атомные станции со стоимостью 1 мегаватт-часа – это $63,9, $66,3, 73,8 и $84,2 соответственно. Самую высокую стоимость электроэнергии за 1 мегаватт-час с учетом выбросов демонстрируют угольные станции, использующие каракичинский уголь. И таким образом при выборе инвестиций в генерирующие мощности этот вариант должен рассматриваться как один из последних. При рассмотрении различных сценариев стоимость выработки электроэнергии является самой низкой для сценария местная Шабаркульская электростанция, в которой предполагает упор на большие гидроэлектростанции и строительство малых ГЭС. В рамках модели зеленой экономики возможны другие варианты и другие сценарии развития. Стоимость производства электроэнергии также будет иметь последствия для государственного бюджета, так как тарифы на электроэнергию для домохозяйств субсидируются, и при повышении стоимости производства электроэнергии повысятся и расходы на субсидирование домохозяйств. Как раз-таки вот в таблице показано, что сумма снижения субсидий к 2030 году будет наибольшей для сценария местная Шабаркульская электростанция и составит 153,42 миллиарда сомов. Реальный ВВП для сценария местная электростанция Шабаркуль к 2030 году составит 1 375 миллионов сомов, к 2035 году 1 706 миллионов сомов и к 2040 году 2 110 миллионов сомов. Анализ показывает, также рассматривает вклад в занятость при строительстве и вводе в эксплуатацию рассматриваемых электростанций. Большой вклад в занятость вносят солнечные, атомные и гидроэлектростанции, и это тоже отражается в результатах моделирования. И таким образом можно сказать, что необходимо увеличивать генерирующие мощности с учетом текущей ситуации в области экологии и вопросов изменения климата, а также учитывать возобновляемые источники энергии. Также рекомендуется обратить внимание на потенциал геотермальных электростанций, поскольку по приведенной стоимости они являются одними из самых выгодных. Эту модель также можно варьировать
для рассмотрения дополнительных сценариев с измененными предположениями и оптимизировать меры государственной политики. Благодарю за внимание. У меня все. Спасибо большое, Эльмира. То есть вывод, который я хотела, чтобы мы отметили особо, вот по поводу геотермальных станций, у нас очень много разговоров ведется по гидроэнергетике, сейчас много стали разговаривать по поводу солнечной энергетики и так далее. Очень мало обсуждений я вижу по геотермальным станциям, и вот это вот хотелось бы исправить, потому что выводы нашего моделирования говорят о том, что это один из выгодных вариантов для Кыргызстана, после газовых, гидро, ну и там у нас атомный. То есть получается 4 самых выгодных варианта: гидро, газ, геотермальный и атомный. Мы не рассматривали, конечно же, некоторые аспекты там внедрения больших гидроэлектростанций, либо там атомных станций. У каждой из этих технологий есть свои особенности, но тем не менее по стоимости вот такие у нас результаты получились. Так, давайте мы перейдем к следующей презентации. Ее нам сделает Сайкала Синаманова, Кыргызский экономический университет. Она нам расскажет о мерах и их результатах по внедрению зеленого общественного и частного транспорта. Прошу, Сайкала. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, я буду представлять зеленые меры, да, в сфере транспорта. Ну, что можно сказать, да, как бы к началу, то, что у нас ежегодно в Бишкеке, в городе, да, то есть в столице, растет количество автомобилей, и, соответственно, приводит к большим проблемам, да, касательно экологии, да, то есть загрязнения воздуха, что в дальнейшем, да, то есть отражается на здоровье населения, да, то есть увеличиваются пробки, в целом это как бы затрата времени нашего, увеличение автотранспортных аварий, несчастных случаев, да, и, соответственно, все это несет как бы в себе нагрузку, да, на государственный бюджет, потому что оно должно больше тратить, да, чтобы справляться с этими проблемами. И, соответственно, наш как бы сценарий, да, переход большей части населения на экологически чистый общественный транспорт и частный транспорт, да, позволит как бы в какой-то мере решить эти проблемы. Да, то есть здесь я расскажу про те сценарии, да, которые мы рассматривали. Да, то есть мы предполагаем, что, например, на нынешний год, 2023 год, у нас 50% поездок, которые мы совершаем, да, то есть население совершаются на общественном транспорте, 50% это на частном транспорте, да, и к 2050 году, да, то есть мы предполагаем, что уже 70%, да, то есть поездок будет совершаться на общественном транспорте и 30% на частном. В части общественного транспорта, да, то есть мы предполагаем, что у нас будет увеличение, да, то есть общественного транспорта за счет транспортов автобусов на дизеле, троллейбусов, да, увеличение электробусов, бусов на газе и, конечно же, наши традиционные маршрутки, да. Если рассматривать частный транспорт, то, конечно же, мы смотрим, что к 50-му году, да, у нас доля, да, частных автомобилей 50% будет электромобили. Также мы добавляем сценарий, когда у нас 20% это уже будут тоже гибридные добавляются, да. Потом уже как бы рассматриваем сценарий, где государство, да, стимулирует путем создания инфраструктуры, да, то есть установку зарядных устройств 7000, да, в количестве. Соответственно, мы смотрим на таможенные пошлины, да, что государство будет до сих пор, да, как бы поддерживать нулевые, да, то есть импортные пошлины. И есть вариант, когда мы все вот эти меры, да, в одном пакете смотрим, и какое-то будет влияние. И, соответственно, самый последний вариант, когда мы смотрим, что происходит электрификация частного транспорта, да, всеми этими мерами, также как бы с учетом стимулирования от государства, да, создания инфраструктуры и таможенных пошлин, и также у нас происходит увеличение общественного транспорта за счет увеличения троллейбусов и автобусов на газе. Ну, этот график показывает загруженность общественного транспорта. Да? Здесь есть такой индекс, и вот если смотреть на 2023 год, то у нас показано как 1,34, да. И если на графике, да, вот эта шкала красная, да, между двумя этими линиями, это считается самая оптимальная, да, когда как бы всем хорошо ездить на общественном транспорте, да. И, соответственно, когда у нас отсутствует новый общественный транспорт, да, то есть мы видим к 30-му, да, к 50-му году при сценарии, когда у нас увеличивается доля поездок, да, то есть у нас он будет очень загруженный, да, соответственно, мало кто будет переходить на общественный транспорт, да, ну и, соответственно, мы видим, что когда мы внедряем дополнительный общественный транспорт, да, то есть это индекс, он как бы
держится на уровне оптимальности. Соответственно, необходимо, да, все-таки переходить на, как бы, менять общественный транспорт, да, то есть более эффективные и экологичные. Следующее, что мы смотрим, да, по результатам моделирования, это затраты на общественный транспорт в год, да, то есть мы видим, что есть разные, как бы, вариации, да, то есть из того, что мы смотрели, и здесь самые оптимальные нам показывают, что это будут увеличения за счет троллейбусов и газовых автобусов, да, то есть это будет, как бы, принесет не такой прям большой скачок в стоимости. Самый дорогой у нас показывает это, когда мы, как бы, применяем еще, как бы, используем, да, в общественном транспорте маршрутки. Соответственно, как бы, однозначный результат, да, к чему мы должны стремиться, чтобы снизить затраты общественного транспорта. Ну и, соответственно, конечно же, мы смотрим на выбросы CO2, да, это общественного и частного транспорта. Если смотреть на общественный транспорт, то самый наименьший, да, то есть как бы выбросы здесь, как бы, сценарий показывает, когда у нас, как бы, увеличивается за счет троллейбусов и, конечно же, электробусов, да, за счет того, что все-таки электроэнергия. Ну и, соответственно, для частного транспорта они в разы, да, превышают эти выбросы, но все-таки, когда мы смотрим на варианты введения, да, электрогибридных, да, то есть они наименьше показывают. Ну, в целом мы понимаем, что какая-то доля все равно будет оставаться на транспорте внутреннего сгорания, поэтому мы должны ожидать, что все-таки оно будет намного больше, да, чем представляет общественный транспорт. Выбросы PM2,5, здесь тоже, как бы, нас результаты, да, по общественному транспорту у нас пока что газовые, такие самые наименьшие, и электробусы, да, то есть на удивление. Ну и опять же, как бы, когда мы смотрим на частный транспорт, оно в разы превышает, нежели, как бы, ну, если сравнивать с общественным транспортом. Ну и мы рассматриваем с вами, конечно, социальную стоимость, да, которая включает не только финансовую, да, но и, соответственно, стоимость выбросов и других социальных эффектов. И здесь для нас, как бы, при сценариях, да, то есть мы видим, что вот этот комбинированный сценарий, когда у нас и электрифицируется общественный транспорт, да, и частный, да, то есть это самый такой оптимальный, да, то есть низкие социальные затраты, да, на что нам нужно обращать внимание. Ну и, соответственно, в части общих объемов инвестиций, как Татьяна до этого говорила, да, то есть это те средства, которые высвобождаются, да, за счет того, что мы, государство инвестирует более эффективный, да, то есть энергоэффективный, как бы, транспорт. Соответственно, мы здесь можем наблюдать, что, конечно же, самые большие это дают троллейбусы и газовые автобусы, если мы смотрим на общественный транспорт. А если посмотреть на частные, да, то есть электрогибридные автомобили, да, то есть вот в эксплуатацию. В принципе, да, то есть разница между вот базовым, да, то есть обычным ход действий, да, то есть и вот те зеленые, да, то есть переход к зеленым, они показывают, как бы, все равно какой-то высвобождение денег, да, которые дальше могут инвестироваться в экономику. Ну и, соответственно, если мы смотрим сравнение влияния мер на ВВП, здесь, конечно же, самый, да, такой оптимальный, это опять тот сценарий, да, когда, как бы, у нас совмещенный, да, то есть с электрификацией общественного и частного транспорта, да, ну и самый невыгодный, как бы, когда у нас маршрутные, да, такси остаются у нас. Так, ну и что можно сказать по результатам, да, конечно же, рекомендуется проведение государственной интервенции, да, по замене устаревшего общественного транспорта, да, то есть увеличение новых экономических видов общественного транспорта. В нашем случае мы говорим про троллейбусы и газовые автобусы, да, которые показывают наибольший как бы вклад, да, в экономику. Самым невыгодным является удовлетворение спроса на общественный транспорт, это мини-бусы. Нам, конечно же, нужно работать по части увеличения, да, электромобилей и гибридных, да, и, соответственно, государству нужно продолжать политику, да, по обнулению таможенных пошлин, и, конечно же, способствовать созданию, да, то есть инфраструктуры для, как бы, расширения. И, как коллеги сказали, да, созданную модель можно использовать для рассмотрения дополнительных каких-то сценариев, да, то есть измененными предположениями, и для оптимизации разрабатываемых зеленых мер государственной политики. В принципе, это две большие аналитические записки, да, которые можно детально, да, внутри посмотреть, которые размещены, да, на сайте Министерства экономики. Спасибо.
Спасибо большое, Сайкал. У нас как бы время ограничено, поэтому Сайкал очень быстро презентовала вам действительно две большие аналитические записки. Хотела бы просто еще раз повторить, что мы здесь смотрели сначала на что произойдет, если мы увеличим, как бы обеспечим весь спрос на общественный транспорт с 50%. Сейчас у нас 50% на частном транспорте и 50% на общественном, да? Мы смотрели, что будет, если на общественный транспорт пересядут 70% населения, да? И там мы смотрели, а что лучше закупить? Дизельные, газовые, троллейбусы и так далее. Как Сайкал сказала, троллейбусы и газовые автобусы показали наилучший вариант, наилучшие результаты. С точки зрения частных автомобилей, опять же, переход на электромобили действительно обоснован, электромобили плюс гибридные, а лучше всего показали себя сценарии одновременного и перехода на общественный транспорт, 70%, чтобы поездок у нас совершалось на общественном транспорте, плюс переход к зеленому частному транспорту. А сейчас я вам презентую еще одну аналитическую записку. И у нас уже потом еще одна, и мы сможем с вами посмотреть на ваши вопросы. Сейчас я... Итак, здесь мы смотрим на что? Вот одной из больших тем, которая рассматривается сегодня на конференции, это загрязнение воздуха в Бишкеке. Да? Одним из больших факторов загрязнения воздуха является отопление частными домами с помощью угля. Да? Но для того, чтобы они уходили от этого угля, им нужно предложить какие-то другие варианты. И поэтому мы сравнивали, мы все знаем, насколько плохие эффекты, плохие, как сказать, последствия от применения угля. И мы смотрели 15 сценариев внедрения различных технологий и мер для изменения отопления в 400 тысячах частных домохозяйств. То есть всего у нас сейчас 1,5 миллиона абонентов. Мы посмотрели, что будет, если примерно треть из них перевести на другие варианты отопления. То есть какие у нас рассмотрены сценарии? Первый, конечно, это базовый сценарий обычный ход деятельности. Затем мы посмотрели на сценарий «все идет так, как идет, отапливаемся углем», просто повышение цен на топливо. Затем, что будет, если мы перейдем, 400 тысяч домов частных перейдут на более эффективные угольные котлы? Что будет, если они утеплят стены? Что будет, если они утеплят окна и двери? Что будет, если они утеплят пол, утеплят крышу? Что будет, если они перейдут на отопление электричеством? Что будет, если они перейдут на отопление газом? Если внедрят теплый пол? Если внедрят различные виды тепловых насосов? Или если поставят себе солнечную фотоэлектрическую систему на крышу? Все эти сценарии мы сравнили между собой. Теоретически мы можем сделать какие-то совместные сценарии, то есть утепление и установка солнечных, или утепление и установка более эффективного угольного котла. Но сейчас мы сравнили все эти сценарии между собой, чтобы посмотреть, какие из них будут наиболее выгодны с точки зрения государства. Сначала, как говорил Андреа, мы сделали анализ затрат и выгод на уровне потребителя. Как вот эту таблицу нам читать, если вам видно, да? Первые две колонки – это у нас окупаемость для электричества. То есть все меры у нас перечислены слева. Первые две колонки – что будет, если мы сейчас отапливаемся электричеством и внедрим вот эти меры. Затем следующие две колонки – это какой эффект, если мы, какой у нас будет, какая окупаемость будет, если мы сейчас отапливаемся газом. Затем, какая окупаемость, если мы отапливаемся каракичинским углем и шубыркульским углем. То есть получается электричество, газ, каракичинский, шубыркульский уголь. И если мы посмотрим, вот черным выделены те технологии, которые будут выгодны для вложения средств потребителей, вот самого человека, который покупает это решение. То есть эффективные угольные котлы, которые в принципе работают около 15 лет, но у нас будут выгодны для каракичинского угля, если у нас повысятся цены, и для шабаркульского угля в любом случае будут выгодны. Утепление стен будет выгодно для всех используемых видов отопления. Утепление дверей и окон только если вы сейчас отапливаетесь электричеством. Утепление крыши для всех будет выгодно.
утепление пола невыгодно никому, потому что стоимость слишком велика по сравнению с выгодами, которые она приносит. Переход на электричество у нас даже показывает отрицательную окупаемость, то есть он не окупается. Переход на газ то же самое. Теплый пол окупается в единственном варианте, если вы отапливаетесь электричеством и цены на электричество повысятся. Водяные тепловые, все тепловые насосы окупаются все время. Солнечная система окупается только при повышении цен на уголь, только для шубаркульского угля. Это с точки зрения потребителя, человека, который отапливается тем или иным способом сейчас. Вот здесь вы видите стоимость каждой из политик. Самая дорогая политика практически это установка солнечных систем, это в миллиардах сом. Более 400 миллиардов сом будет стоить нам установка на 400 тысяч домохозяйств солнечных систем. Второе по дороговизне это у нас получается там, тепловые насосы и так далее. Вы видите эту стоимость. Затем переходим к потреблению энергии, как у нас меняется в каждом варианте. Первый вариант красный – это обычный ход деятельности. То есть все, что ниже вот этого варианта на этом графике, уже будет выгодно, то есть приведет к меньшему количеству киловатт-часов, которые мы будем потреблять для отопления. И мы видим, что эффективные угольные котлы, утепление стен, утепление окон, дверей, крыши, отопление электричеством, газом, теплый пол, тепловые насосы все и солнечные, в принципе, практически все из них снижают потребление энергии на отопление. Идем дальше и смотрим киловатт-часах, потому что очень часто задают вопрос такой, а что будет, если мы все перейдем на тепловые насосы, они же потребляют у нас электроэнергию, а не получится ли так, что у нас потребление электроэнергии вырастет, а у нас и так дефицит? Нет, не получится. Вот у нас обычный ход деятельности синим показан первый вариант. Все, что ниже, снижает потребление электроэнергии на отопление. И вы видите, насколько низко у нас идут здесь тепловые насосы. Да? То есть они наоборот, если мы перейдем с вами с угля, да, на тепловые насосы, мы по киловатт-часам снизим потребление. Затем смотрим на затраты на отопление. То есть одно дело количество киловатт-часов, другое дело, сколько оно стоит в каждом из видов топлива. У нас есть уголь, у нас шабаркульский и каракичинский, у нас есть газ, у нас есть электричество. Итак, мы видим, что самый дорогой вариант у нас это отопление газом. Он превышает даже вариант без изменений, то есть вариант отопления углем. С увеличением цен на энергию тоже у нас это будет дороже, утопление электричеством тоже будет дороже. Очень хорошо показывают себя, опять же, тепловые насосы, солнечные станции в этом отношении. Стоимость выбросов. То есть для того, чтобы нам понять, как вот эти меры будут действовать на экономику, мы не только учитываем стоимость вот этих решений, но мы еще учитываем стоимость выбросов. И вот стоимость выбросов у нас получается, первое, как я говорю, это вариант без изменений. А посмотрите, насколько низкая у нас получается стоимость выбросов в вариантах тепловых насосов. Да? То есть мы уже видим, что они у нас и так примерно как бы лидеры идут. Да? Вот здесь мы видим социальные затраты на отопление, то есть это затраты, которые и экономические затраты, и вот затраты на выбросы. Мы в предположении сделали такое в своей модели, что мы все затраты, все инвестиции делаем в 2024 году. Вот 400 тысяч домохозяйств раз, и внедрили все эти меры в разных сценариях, и дальше идем и смотрим, что происходит. Так, и вот они социальные затраты, то есть экономические плюс экологические затраты. Вот у нас обычный ход деятельности, первая колоночка. И вот у нас все, что выше нее, это, соответственно, будет более дорогое. Посмотрите, насколько у нас дорогие получаются солнечные станции. Да? То есть очень дорогой вариант получается. На душу населения, если мы хотим посмотреть в сомах, да, сейчас у нас где-то около 7 тысяч сомов обычный ход деятельности, ну и мы видим, насколько дороже получается каждый из этих вариантов. Да, тепловые насосы будут чуть дороже по стоимости, чем текущий вариант. Затем смотрим, каковы будут общие инвестиции в экономику в миллиардах сом. Учитывая то, насколько у нас снижается потребление энергии и стоимость выбросов, да, мы видим, что наилучшим образом себя проявляют сценарии внедрения тепловых насосов. Да? Вот у нас красный опять первый, это обычный ход деятельности, и вот у нас насколько хорошо себя показывают наши тепловые насосы.
Далее, реальный ВВП смотрим. Опять же, красный первый – это обычный ход деятельности. Все, что выше него, в принципе, нам выгодно, да? И посмотрите, насколько хорошо себя показывают тепловые насосы и солнечные станции. Но это еще не последний шаг, да? Мало того, что у нас реальный ВВП увеличивается, мы еще должны посмотреть, увеличивается ли он достаточно, чтобы выдержать наши начальные инвестиции. Помните, мы вначале говорили, какие варианты у нас очень дорогие, какие подешевле. И давайте посмотрим, то есть как бы вот реальный ВВП в цифрах. И вот здесь мы видим занятость тоже, мы видим, что хорошо у нас реагирует на тепловые насосы. Так, вот у нас самая главная таблица – целесообразность инвестиций. Насколько нам целесообразно вкладывать или не вкладывать деньги такие в внедрение разных. Вот необходимые инвестиции у нас в первой колонке в миллиардах сом. Затем мы смотрим на конец срока службы этих технологий. Да? То есть эффективные угольные котлы перестанут работать, которые мы установили в 2024 году, к 1939 году. А когда мы достигнем окупаемости? В 1937. Соответственно, получается, что да, нам целесообразно вкладывать деньги в эффективные угольные котлы. Они у нас еще 2 года потом как бы бесплатно поработают после того, как мы их внедрили. И таким образом мы видим, что эффективные угольные котлы, да, целесообразно внедрять. Утепление стен, да. Крыш, утепление крыш тоже. Все виды тепловых насосов. Из тепловых насосов мы видим, что наиболее целесообразно внедрение тепловых насосов воздух-воздух, потому что они окупаются уже к 2029 году, если мы внедрим их в 2024 году. Солнечные системы просто так не окупаются, но окупаются при увеличении цен на топливо, либо при субсидиях со стороны государства. И для солнечных систем мы сделали отдельную записку аналитическую, которую мы вам тоже можем отдельно презентовать на отдельном мероприятии. Вот такой результат нашего моделирования различных мер по уходу от угля. Да? Как это сделать, это уже вопрос обсуждаемый отдельно, но результаты такие. Сейчас я бы хотела пригласить презентовать обмен долга. То, что удалось сейчас пока сделать, это Алмаз Азимов. Он возглавляет Кыргызско-японский центр. И тема называется «Обмен долга на зеленые инициативы». Хорошо, Алмаз, сейчас я остановлю свою. Вопросы потом после его презентации, у нас еще чуть-чуть есть времени. Спасибо, Татьяна. Вначале хотел бы вкратце остановиться на определении термина «обмен долга». Многие из вас знают, что обмен долга бывает на различные направления, на экологию, охрану окружающей среды, устойчивое развитие, обмен долга на помощь третьим странам и другие. А конкретно, если остановиться на обмене долга на природу, это означает, это финансовые операции, при которых часть внешнего долга развивающей страны прощается в обмен на местные инвестиции, меры по сохранению окружающей среды. Для Кыргызстана такие обменные операции не новые. Мы до этого, например, конкретно пример конверсионных операций с банком KfW с Германией. Мы до этого проходили 4 этапа конверсии долга. Первые 3 этапа это были в 2006, 2010, 2016 годах, и общая сумма конверсии долга составила 14,3 миллиона евро. Я могу немного ошибаться, но в начале механизм был такой 1 к 2, то есть правительство направляло 1 евро, скажем, или 1 миллион евро на те мероприятия, с которыми мы договорились с германской стороной, а германская сторона нам списывала 2 миллиона евро, 1 к 2. Там были направления, это по борьбе по мероприятиям по борьбе с туберкулезом, по строительству социальных объектов. Также были и обмен долга на природу, посадка деревьев вдоль поймы рек. Последняя конверсионная операция – это 2022 год, когда общая сумма составила 14,9 миллиона евро. Это на капитализацию государственной ипотечной компании для дальнейшего предоставления социального жилья гражданам. Здесь механизм был 1 к 1.
Дальше. Вкратце по предыстории образования внешнего долга Кыргызской Республики. Как вы знаете, после обретения независимости у Кыргызской Республики не было внешнего долга, потому что Российская Федерация взяла на себя все обязательства СССР по внешнему долгу, в том числе и все активы за рубежом. Но у Кыргызстана, так как Кыргызстан был молодым государством, не было опыта заимствования, управления внешним долгом. Первые кредиты были не льготные, невыгодные. Мы в основном брали коммерческие, технические кредиты. Выдавалось очень много гарантий, которые впоследствии все скрылись, и правительство взяло на себя все эти обязательства. Также Кыргызстан стал членом многих международных финансовых учреждений, таких как Всемирный банк, АБР, МВФ, и мы начали наращивать внешнее заимствование. Все это привело к тому, что к концу 2000 года внешний долг ВВП составил более 130%, и страна столкнулась с проблемами устойчивости долга, с обслуживанием внешнего долга. И правительство было вынуждено обратиться в Парижский клуб в 2002 и 2005 годах. Вначале по решению вопроса финансирования финансового разрыва, потом далее относительно мероприятий по обеспечению устойчивости внешнего долга. Кроме того, продолжались двусторонние переговоры также по снижению бремени внешнего долга. С Россией мы списали 300 миллионов долларов, с Турцией 51 миллион долларов, Германия, Пакистан и другие. По многосторонним кредитам также велись переговоры, рассматривались вопросы участия в инициативе HIPIC, да, Highly Indebted Poor Countries, но Кыргызстан не присоединился к этой инициативе, но мы работали по Multilateral Debt Relief Initiative, там были определенные достижения. И все эти усилия правительства позволили снизить внешний долг ВВП к концу 2008 года до 45%. Вот видите, да, значительно, от 130 до 45%. Какова текущая ситуация с внешним долгом? Внешний долг остается высоким сегодня, и существуют определенные риски по обеспечению финансовой и долговой устойчивости. На конец 2022 года внешний долг составил где-то 4,5 миллиарда долларов или 42% к ВВП. И здесь вот ретро-данные, 2019 год 43%, 2020 ковидный год, конечно, там были и девальвация, резкая девальвация сомма и так далее. Все это привело к 58%. Но в 2021 году ситуация уже немного стабилизировалась и составила 49%. Что касается обслуживания внешнего долга, как вы видите на слайде, в 2023 году будет направлено на обслуживание долга где-то 385 миллионов долларов. Далее эта сумма в среднесрочном периоде будет увеличиваться. В 2024 около 500 миллионов и дальше 2025-2027 года где-то 500-550 миллионов долларов. Чтобы мы понимали, какая это сумма для бюджета и ВВП, это составит где-то 3,5-4% от ВВП обслуживания долга или 9-11,5% от расходов республиканского бюджета. Также хотел бы сказать, что президент Кыргызстана обратился с инициативой по обмену внешнего долга на зеленые проекты, пригласил кредиторов для реализации зеленых проектов в сфере энергетики, а также сказал, что правительство возьмет на себя финансирование реализации этих зеленых проектов. Почему этот вопрос важен именно в части обращения к донорам? Потому что Кыргызстан участвует в международных климатических инициативах и взял на себя обязательства в долгосрочном периоде. Я вкратце остановлюсь, что в соответствии с обновленным определяемым на национальном уровне вкладе Кыргызстан взял на себя обязательства по снижению
выброса парниковых газов до 16% к 2030 году. Для достижения этих целей необходимо финансовые средства, где-то около 10 миллиардов сомов. Из них 37% это 3,7 миллиарда долларов, это собственные ресурсы, а 63% это потребность международной финансовой поддержки. Теперь перейду к нашей модели, какие мы условия использовали. Мы использовали данные по фактически освоенным средствам до конца 2022 года, а также прогноз освоения кредитных средств с 2023 по 2026 годы в соответствии с законом о республиканском бюджете и основными направлениями фискальной политики. Мы условия заложили такое, что освоение кредитных средств будет до 2026 года. Соответственно, далее на слайдах вы можете заметить, что после 2026 года долг будет снижаться, но далее, конечно, мы можем дополнять будущее освоение средств и после 2026 года. И обмен внешнего долга применяется только суммам по погашению основной суммы внешнего долга перед двусторонними кредитами с 23 по 28 год. И обмен внешнего долга перед многосторонними кредиторами модели не рассматривается. Мы рассматриваем 4 сценария. Первый – это базовый сценарий, как есть, если бы мы ничего не делали. Второй сценарий – это обмен внешнего долга в размере 10%. Это обслуживание, я имею в виду, внешнего долга. Мы сюда включаем европейские страны. Франция, Германия, Дания, Турция, а также Японию и Южную Корею. Сценарий третий – это обмен внешнего долга, обслуживание в размере 50%, если включить группу стран сценария 2 плюс Китай. И последний, четвертый сценарий, мы просто хотели посмотреть, если что будет, как изменятся показатели, если мы достигнем договоренности по реструктуризации обмена внешнего долга со всеми странами. И вкратце о результатах анализа. Надо отметить, что эта модель является инструментом для Министерства финансов. Мы встречались с руководством Министерства финансов, с экспертами, потому что у Министерства финансов на сегодняшний день нету такого подробного инструмента для анализа различных вариантов обмена внешнего долга. И мы думаем, что результаты анализа могут быть использованы Министерством финансов при переговорах с донорами, потому что они будут показывать, как обмен внешнего долга влияет на показатели экономики, на показатели бюджета, дефицит, доходы, расходы и другие показатели. Мы говорим, что реализация механизма будет иметь положительный эффект, будет положительное влияние на экономику, внешний долг, государственные финансы и экологию. Что это означает? Сокращение объема и обслуживание внешнего долга позволит снизить нагрузку на бюджет, высвободить средства для последующего инвестирования в зеленые проекты и достичь в том числе устойчивости внешнего долга. Вот я дальше не буду долго останавливаться на слайдах. Это результаты нашей модели. Здесь показатели долга в долларах США, как они будут изменяться в 4 сценариях. В конце, если будут вопросы, я вернусь к этим слайдам. Это какие суммы обмена внешнего долга в 2023-2028 годах при различных сценариях, как они, сколько составят. Здесь мы говорим, как эти операции повлияют на доходы государственного бюджета, как повлияет на расходы государственного бюджета, сколько средств могут быть инвестировано, мы предполагаем, в зеленые проекты, и влияние на рост реального ВВП. Также будет влияние на увеличение занятости и снижение выбросов парниковых газов. Теперь к основным выводам и рекомендации для Министерства финансов. Первое, мы хотели бы отметить усиливающий фактор. Первый – это то, что зеленые проекты поддерживают экономику страны, повышают производительность труда и
приводят к более высокому росту ВВП в существующих секторах экономики. Второй фактор, усиливающий, который мы хотели бы отметить, зеленые проекты стимулируют новые отрасли экономики, производя товары и услуги в стране вместо их импорта. Например, это сектор энергетики. Например, если будет организовано производство тепловых насосов, например, у нас, да, в Кыргызстане, и эти два результата будут увеличивать доходы государственного бюджета. Это усиливающий фактор 3. Зеленые проекты снизят затраты на здравоохранение, другие расходы от загрязнения окружающей среды, что в целом в итоге приведет к снижению расходов госбюджета. Продолжение основных выводов и рекомендаций. Я хотел бы отметить, что до сегодняшнего дня, я в предыдущих слайдах показывал, правительство Кыргызской Республики проводило переговоры по реструктуризации долга только в целях покрытия финансового разрыва и достижения устойчивости долга. Никакой речи о дальнейшем реинвестировании средств не было. А мы на модели хотим показать, что в случае достижения результатов при переговорах с донорами, при реинвестировании средств это поможет дополнительно создать рабочие места, увеличить доходы, увеличить ВВП, и будут дополнительные преимущества для экономики и для бюджета. Также мы говорим, что рекомендуем правительству о сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями для получения технической помощи и поддержки инициатив по обмену внешнего долга на зеленые проекты. Такая работа уже ведется, Министерство финансов ведется со стороны наших партнеров по развитию, но нужно это продолжать. Также мы говорим, что необходимо рассмотреть вопрос о расширении масштабов обмена внешнего долга на зеленые проекты, потому что до этого в нашей модели мы рассматриваем только двусторонние кредиты. По многосторонним кредитам других механизмов на сегодня нет. И здесь нам нужна консультация со стороны наших партнеров. Алмаз, нам уже надо что-то закругляться, да? Да, и, соответственно, необходимо определить приоритетные сектора для зеленых инвестиций. Все, спасибо. Спасибо большое, Алмаз. У нас осталось, так как мы на 15 минут начали позже, у нас еще осталось несколько минут для вопросов. С нами все еще доктор Андрей Абаси. Если вы хотите ему вопросы задать, пожалуйста, ему вопросы, нашим докладчикам, пожалуйста. Слушаем вас. Да, если у вас есть вопрос, представьтесь, и если вообще что-то понятно, ничего не понятно, скажите нам. Мы знаем, что это может быть очень так непонятно выглядит. Здрасте, меня зовут Чинар Маматова, экономист в USAID. У меня вопрос, вот когда мы готовили вот эти модели, стоимость утилизации тепловых насосов, солнечных батарей и так далее была ли учтена в этих моделях? Очень хороший, часто повторяемый вопрос. Пока не была учтена, но над этим работают все крупные компании, которые вкладывают в солнечные и другие, там, не знаю, электромобили и так далее, уже работают, потому что везде в Европе и в разных странах законодательство включает в себя обязательства этих производителей по утилизации. Да? То есть мы пока не включали, но работа над этим ведется, и я уверена, что она будет решена в какие-то ближайшие годы. Микрофон. Не понимаю. Хаджимбердиев. Я работаю в неправительственной организации в МУКе, неправительственная организация «Антитоксическая сеть». Я категорически хорошо поддерживаю работу по улучшению транспорта, поскольку последние уже 40 лет мы с коллегами многократно подавали об этом заявки в верховные органы, о том, что состояние все больше ухудшается. Обращаю также внимание, что вот то, что говорят выбросы от угля, и все заостряют внимание исключительно на углекислом газе, поскольку это мировой тренд. С точки зрения медицины, самые вредные выбросы – это от тех
пластиковых продуктов и шин, которые сжигаются, и выделяются так называемые диоксины. Они атакуют организм, они не выводятся. Это совершенно новые вещества. У человека не выработано против него никаких механизмов. Вот. Кстати, анализировать у нас уже давно бросили. Анализы сами по себе дорогие. Мы даже не знаем, какая величина их. Но сильно подозреваем, что она многократно превышает допустимые. Так что вот с точки зрения выбросов от сжигания не просто угля, а сжигают вообще все. И вот те неугольные части, они крайне вредны. Ну и потом во время доклада я увидел, как-то отставлено в самой последней с точки зрения устойчивого развития, это выброс, это эти хранилища и отбросы. Вот я так понял, wastage написано, что да, waste, да. В последнюю очередь рассмотрим. Да, да. Ну, вот эти waste, пока они лежат, это ничего. Но в связи с изменением климата и баланса подземных вод, они могут прорваться и, так сказать, тоже резко ухудшить ситуацию. Спасибо большое, очень хорошее замечание. Хотела просто отметить, что вот вы говорите, что waste, он был отмечен последним, это не значит, что мы считаем, что он наименее важный. Это был просто список тех секторов, которые включены в модель. Да? Что касается то, что вы сказали, сжигание других вещей, таких как шины, носит намного больше вреда, я согласна с вами, но на данный момент, как Андреа вот говорил в своей презентации, нам это математическая модель, и нам нужно сопоставлять физические и финансовые какие-то показатели, чтобы в модели их соединить. Так вот, насколько мне известно, может быть, Андрей меня сейчас поправит, то есть у нас есть оценка стоимости килограмма или тонны СО2. Да? У нас есть оценка стоимости на окружающую среду ПМ2,5. У нас пока нет оценки стоимости вот этих веществ. Да, я согласна, что такая работа должна быть сделана, но пока, насколько мне известно, нет. Андреа, если у вас есть информация по этому поводу дополнительная? Yes, I can complement briefly by indicating that, as you mentioned, Tatiana, we have several air pollutants. I think we have 15 different air pollutants from energy use. So we could extend the range from, for instance, discarded tires. And also the advantage of the model is that we can easily modify it. And we do have a representation in the model of the number of vehicles that would be in the country. And that is what we need to figure out the transition to electrification, for instance. In addition to vehicles, we have the number of kilometers that are traveled, and that allows us to estimate the consumption of energy. So if we say that a set of tires would last 20, 25,000, maybe 30,000 kilometers, depending on the tires, we would be able to estimate the replacement rate of tires to make so that then we can estimate the accumulation of tires that would need to be managed as waste. And potentially from that starting point, we could look at burning tires or recycling them to make so that we can introduce different strategies, of course, with the cost attached to that, to figure out the extent to which we can reduce that social cost, the pollution that results from the different types of management or mismanagement of tires. So just to highlight the flexibility of the approach and how we can integrate different types of analysis. Спасибо, Андрей. То есть, чтобы было понятно, мы можем внедрить новые меры, например, по переработке безопасной вот этих шин или так далее в модель. И чем хороша эта модель, это то, что она специально разработана для Кыргызстана, и мы можем новые меры подсоединять и смотреть, как они будут действовать на нашу экономику. Еще вопросы? Если вопросов нет, просто хотела услышать, что было непонятно, вот вашу обратную связь от вас получить, насколько понятны результаты моделирования, что нам улучшить в нашей презентации. Пожалуйста, покритикуйте нас, потому что каждый раз мы презентуем, и мы видим внимательные глаза на нас смотрящие, очень редко люди комментируют что-то как-то, чтобы мы улучшили, чтобы было понятно, что такое моделирование, что оно может принести. Okay, I have one. So I saw your estimations have lead to increased GDP, and I was not sure about the channel. How
how do you go from those measures to increase GDP? So you factor in health impacts, or I mean, how does that work? В разных вариантах модели это делается по-разному, но, допустим, да, мы включаем здоровье в форме трудоспособности, скажем, да. То есть мы говорим, что выбросы ПМ2 у нас снижают трудоспособность, и, соответственно, это у нас влияет на ВВП. Но в каждом конкретном случае там идет дополнительное влияние. И, кстати говоря, вот сектор здравоохранения нам бы хотелось улучшить в модели. Я надеюсь, у нас будет возможность это сделать скоро. Слушаю. Извините, хотел бы уточнить, трудоспособность – это физическая возможность вот этого поколения, а повреждение генетики – это воздействие на следующее поколение. Вот оно экономически, видимо, невозможно учесть, но каким-то образом надо включить. Я согласна, но это будет зависеть от того, дадут ли нам ученые как бы исследования по здравоохранению, которые мы можем включить в модель, потому что многие наши коэффициенты, то есть это модель математическая, да, и мы включаем туда коэффициенты, основанные на имеющихся исследованиях. Если у нас будет исследование, что, вот скажем, вдыхание такой-то концентрации ПМ2 и так далее так-то влияет на здоровье и так-то влияет на здоровье следующих поколений, мы это сможем как-то как бы перевести в количественные показатели и внедрить в модель, как только будут такие исследования. Возможно, простой вопрос, но для уточнения, чтобы понимать лучше, да? Социальные затраты на отопление, вот на все тепловые насосы, оно выше, чем вот на другие виды отопления, но реальный ВВП самый большой. Вот это вот расшифровать. То есть эффективность, да, этих инвестиций самая высокая. Правильно понимаю? Там получается так, у нас есть разные виды отопления, у нас есть стоимость, у нас есть снижение количества энергии, которую мы потребляем, и у нас есть стоимость этой энергии, которую мы потребляем, а также стоимость выбросов. Вот это вместе, стоимость энергии и стоимость выбросов, у нас как бы составляет вот эту социальную стоимость, и если она получается ниже, чем текущая, тогда у нас получается как бы плюс, да, то есть мы тратили там 100 миллионов на отопление вместе с выбросами, а сейчас тратим 50. И вот эти 50 миллионов мы инвестируем в другие сектора экономики, и за счет этого получается позитивный эффект на ВВП. То есть от тепловых насосов самый позитивный эффект? Получается, да, что тепловые насосы у нас лидируют в качестве тех мер, которые мы сравнили между собой. Если какие-то меры будут еще предложены, да, в ходе обсуждений, мы можем их добавить, но вот эти вот 13 мер – это то, что мы вот в ходе обсуждений выявили как потенциальные варианты для нас. Вот можно спросить, да? Вот здесь солнечная станция, она получается самую большую долю занимает на затраты по социальным, да, этим показателям. И получается, на реальный ВВП он меньше оказывает влияние, чем тепловые насосы. Это из-за того, что они как бы не такие эффективные, да, солнечные станции? Нет, там получается, что социальная стоимость, у них ниже выбросы, но у них очень высокая стоимость. И за счет этого получается, что они не окупаются. Не потому, что у них плохое влияние на ВВП, но даже если ВВП повышается достаточно сильно, они настолько дорогие, что они вот это увеличение ВВП как бы нивелируют, да, к сожалению. То есть мы посмотрели на ВВП, он увеличился, классно увеличился, но они настолько дорогие, что эти два эффекта друг друга как бы исключили. И в конце целесообразность у нас получается только при поддержке государством там, в виде 50% как бы там оплаты стоимости, либо там оплаты за каждый киловатт-час произведенной солнечной системой. А вот сейчас, если ничего не делать, не поддерживать никак их, они невыгодны для частного человека, который хочет себя восстановить их. А вот с этими аналитическими записками можно где-нибудь подробнее ознакомиться? Да, конечно, на русском языке они, сейчас я вам покажу, у нас есть, они на сайте Минэконома, адрес у нас был в презентации, сейчас я постараюсь его вывесить. Я думаю, что всем вам разошлют, но я сейчас на всякий случай еще раз вам покажу. Сейчас, момент. Да, еще вопрос был у вас, молодой человек справа. Угу. Yeah, with solar energy, did you look at seasonal variation? That there is probably less in winter when energy consumption could be higher? Мы смотрели на годовое потребление.
мы не смотрели на вариации сезонов, потому что, в принципе, мы сравнивали годовое потребление. Вот за год мы киловатт-часов в угле потребляем столько, киловатт-часов потребляем, и настолько-то можем снизить, внедряя солнечные, да? То есть мы все это переводили в киловатт-часы и сравнивали годовое потребление. Вот сезонную вариацию нам пока незачем было внедрять, то есть у нас пока ее нет, это годовой. И вот здесь адрес вы видите внизу, насколько вам его видно, я не знаю. Да, и, конечно, мы можем вам выслать, я думаю, если вы обратитесь к организаторам конференции, либо... И слайды будут, по-моему, Да, все слайды на будут, и сайте. на моем слайде как раз вот это вот есть. Андрею хочет пару... Да. Yes, just to complement some of the answers, and thank you for the very good questions. I'll start with the last one. We have actually made plans to expand the model to look at climate dynamics, which would allow us to run the model with monthly time steps instead of looking at annual results. That would be one way for us to look at seasonality and energy demand, especially in relation also to air pollution. So this is a potential new development. Then to answer one of the previous questions that is also connected to some of the others, with the model, we take a societal perspective, meaning we carry out an economic cost-benefit analysis. But what you have been referring to often with the questions is more of a financial cost-benefit analysis. The difference between the two is that the economic one includes the intangible indicators, intangible impacts. So often we see that from a financial point of view, one technology may not be economically viable, but at the same time, if you expand the analysis and we look at the avoided health costs and so on and so forth, then it turns out to be economically viable. So this is one of the differences in between the results from a technology perspective and from a societal perspective. When we include the intangible indicators, then the performance with these avoided costs being priced, being economically valued, then is better. Then the last point I want to make is on the economic viability of solar power, for instance, or those intervention options that support electrification. The currently subsidized electricity consumption makes so that the economic viability from a financial perspective is not that good. If we were to look at the true cost of production of electricity as opposed to the market price, then the economic viability would seem to be higher. And so we need to take that into account when we estimate the results or when we evaluate the results, especially in relation to international studies that will look at the economic return for solar panels or concentrated solar and so on and so forth, because of the different dynamics that we see in terms of policymaking in the country. But overall, the results stand. That there may be a high technology cost, but if we take that more systemic societal perspective, we see that all things considered, for all the actors being brought together, then it is economically viable. Although public policy may be needed to make it financially viable and therefore attract private investments as well. Спасибо большое, Андреа. Ага. Давайте последние пару вопросов и все. Маленький вопрос. Вот когда сравнение мер по снижению потребления угля в частных домохозяйствах говорили, вот стоимость затраты оборудования на газ, замена, да, угля, срок службы вот, ну, примерно такой 15, но эффективность сохраненной энергии 0,13 самая низкая. Имеется в виду, это самый неэффективный способ, получается, замены отопления на газ, да? Потому Нет, что он не самый неэффективный, потому что эффективность мы оцениваем с нескольких перспектив. То есть здесь это процент сохранения энергии в киловатт-часах между углем и газом. То есть насколько газ более концентрирован в киловатт-часах, чем уголь. Понимаете? То есть вот здесь вот так вот. То есть если мы просто внедряем более эффективные угольные печи, мы говорим, что оно будет использовать меньше угля на 15%, поэтому оно на 15% более эффективно. Если мы переходим с угля на газ, то мы сравниваем уже энергетическую ценность да, угля и газа. То есть вот здесь вот отсюда идет эта цифра 13%. Можно еще один вопрос, да? Вот вы при сравнении указали, что Шабыркульский уголь сокращает выбросы на 42%, чем Каракичинский уголь, да? Вот это за счет чего происходит? Это происходит за счет большей энергетической ценности и меньшей зольности Шабыркульского угля. В принципе, возможно сравнить и другие варианты угля,
но вот только для них я нашла энергетическую ценность, сколько там джоулей там, да, или там мегаджоулей, киловатт-часов на килограмм на тонну, и зольность, сколько он будет выбросов делать. Получается, Шабрикульский больше энергии вырабатывает, да? На В единицу, одном объеме, да, да? на Если единицу одинаковый он объем, то он вырабатывает больше. больше энергии и меньше выбросов делает. То есть по результатам практически на 40%. Спасибо большое. У вас еще осталось целая 31 минута, чтобы пойти пообедать. Огромное вам спасибо. Спасибо большое за ваш интерес в нашей теме. Я думаю, мы еще увидимся, так как у нас будут другие мероприятия. Спасибо большое. Andrea, bye-bye. Андреа, спасибо большое. Thank you, Андреа. Thank you, Андреа.